На концерте прозвучали патриотические песни, посвященные мужеству и героизму наших бойцов. Зрители тепло принимали каждое выступление, аплодировали и подпевали артистам. В зале царила атмосфера единения и поддержки наших земляков, выполняющих свой воинский долг. Звезды тувинской эстрады исполнили любимые песни зрителей, а сводный хор матерей Союза женщин Тувы поразил своим проникновенным и трогательным исполнением. Первая песня «Солдатские матери». Мелодию написала я, сочинила, на слова Бекке. Вторая песня «Оглум чазы. Весна сына». Солистка Галина Алексеевна Сирун, заслуженная артистка Республики Тува. И третья песня «Родина моя». Сводный хор Союза женщин Тувы был создан в 2017 году. С началом СВО 3 комитета решили объединиться в творческий коллектив матерей, жен и сестер. За это время пополнился более чем на 100 участниц. Отметим, что в творческом союзе участвуют женщины-активисты со всех уголков республики. Я участвую уже года 3-4 уже, мы уже давно участвуем. И благодаря наших активных женщин, вот так мы собираемся. У нас с нами артисты Алексеевна, Надежда Сирун и Кулдар Шойганма, наш дирижер и наш руководитель. Им благодарим. Среди участниц хора есть и те, кто проводил своих братьев, сыновей и мужей в зону СВО. Делятся, что хор объединил тех, кто потерял своих близких, и тех, кто ждет возвращения домой родных им людей. Я в хоре пою с 22 года. Там специальная операция. У меня 5 братьев. Нас этот хор собрал именно, чтобы поддержать своих братьев, сыновей, мужей, чтобы они победили, скорее вернулись здоровыми, крепкими, здоровыми, победили и вернулись. Ждем их. Выступающие таким образом выразили поддержку нашим бойцам и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой. Они также призвали всех жителей Тувы объединиться и внести свой вклад в поддержку военнослужащих. В составе хора и главный санитарный врач Тувы Людмила Солчак, которая является председателем Союза женщин России. Конечно, активисты женского движения вносят свой вклад в общее дело, в поддержку участников специальной военной операции. Сформировали несколько посылок, направлено было и на сегодняшний день только активистами нашего женского движения в республике. Они занимаются, в общем-то, большой благотворительной работой, в том числе принимают непосредственное участие как волонтеры. На концерте также чествовали тех, кто оказывал медицинскую помощь в местах проведения спецопераций мирным жителям и бойцам Донбасса, врачей, медицинских сестер и братьев. Им вручили награды профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, медали за самоотверженность и профессионализм. Медицинские работники, удостоенные этой награды, как отмечают организаторы, проявили мужество и героизм, оказывая моральную поддержку и медицинскую помощь в сложных и опасных условиях. Мы ездили туда неоднократно, да? Я, то есть, был дважды. Первую командировку мы там пробыли 3 недели. Это в Луганске были. Мы работали в самом большом госпитале именно Луганской Народной Республики. Тогда были ожесточенные бои именно на территории ЛНР. Тогда, получается, работали в бригаде с врачами. Это травматологи, хирурги, челюстно-лицевой хирург, анестезиологи, реаниматологи с нами были. Вот мы у Тувинской операционной бригады работали, помогали нашим бойцам, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также пострадавшим мирным жителям, которые подверглись именно артиллерийским артобстрелам. Врачи отмечают, что за время нахождения в госпитале столкнулись с пациентами, получившими различные травмы. В основном это раны минно-взрывного характера. Группа врачей помогали и гражданским, и военным.
лечили раны, лечили и хирургические помощь и другие необходимые медицинские помощи. Все собранные на концерте средства будут направлены на закупку медикаментов, продуктов питания и других необходимых вещей для наших бойцов. Гуманитарный груз отправят в ближайшее время. Конечно же, нам нужны средства для того, чтобы собрать этот груз, для того, чтобы обеспечить дизельным топливом грузовую машину, которая будет доставлять этот груз. То есть вот такая поддержка земляков, она очень важна. Мы, конечно, благодарны очень нашим артистам, нашим творческим коллективам, которые вот безвозмездно участвуют в таких концертах. Также Министерство культуры, которое предоставляет на безвозмездной основе зал. То есть вот таким образом мы можем оказывать поддержку нашим землякам. Подобный концерт в республике проводится не впервые. Планируется организовывать его чаще, чтобы была возможность отправлять груз в зону СВО ежемесячно. И мы единым штабом приняли решение, что раз у нас гуманитарный груз теперь будет отправляться ежемесячно при поддержке наших районов, то и концерты вот такие благотворительные мы тоже намерены проводить более чаще. Если получится, то каждый месяц, потому что, еще раз повторяю, для того, чтобы отправить грузовую машину, нужны немалые денежные средства. Благотворительный концерт стал ярким и запоминающимся событием, который продемонстрировал сплоченность жителей республики в поддержке наших военнослужащих. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.